В России завершается осенний призыв. В этом году под него попадают почти 150 тысяч человек. Из Якутии в воинские части Дальневосточного региона будут направлены 1700 призывников от 18 до 27 лет. На сегодняшний день в воинские части отправлено больше 1000 человек. Начавшись с 1 октября, осенний призыв продлится до 31 декабря. Заканчиваем мы отправки, последние отправки у нас 25 декабря. Последние уйдут призывники с Республики Саха-Якутия. Вот. Но еще раз говорю, все в Дальневосточный регион. Это Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Забайкальский край, Улан-Удэ в частности мы отправляем. И отправляли туда в части воздушно-десантных войск. В Чите учебки у нас мотострелковые, где подготовят на механика-водителей, на экипаже БМП, танков. В Приморском крае в основном это 5-я армия, мотострелковые части и военно-морской флот. Ну а кто попадет в учебку военно-морскую во Владивостоке, то могут служить где угодно. Где угодно это где? И на Черноморский флот попасть, и могут остаться и на Тихоокеанском флоте, и на Северный флот. На сборном пункте военного комиссариата в Якутске, который в народе называют «Маяк», находятся граждане, уже призванные на военную службу из муниципальных районов. Сюда они прибывают для дальнейшей отправки в войска. Но, по словам Юрия Коваленко, к сожалению, в связи с тем, что в районах слабая лечебная база, призывники проходят повторно медицинское свидетельствование на сборном пункте. Каждый призыв порядка 100 человек возвращаются со сборного пункта в район. Поэтому перед формированием войска ребята проходят терапевта, хирурга, невролога, лора, дерматовенеролога, окулиста. Отдельно могут пройти врача-рентгенолога для исключения туберкулеза, и при рекомендации врача ребята проходят УЗИ брюшной полости. Популярным остается врач-травматолог, поскольку у многих новобранцев отмечается плоскостопие и сколиоз. Однако эти два заболевания уже не являются поводом для отсрочки от армии. На здоровье жалобы есть у вас? Пока нет. Нету никаких стрессов, каких-то ситуаций, которые вызывали бы такую нервозность, скажем так. Бывало, но не сильно. Не сильно, да. Не жалко. Как вы себя считаете по характеру, какой человек? Стабильно. Стабильный, спокойный, да? Время течет, изменяется, поколение меняется, интересы меняются, значит, поэтому, значит, в этом плане тоже как бы сказывается на психологической устойчивости. Вот. В основном за компьютером проводят время молодежь. Физически, так сказать, по сравнению там с поколением 70-х, не говоря о ранних поколениях, они, конечно, физически менее такие крепкие, так скажем. Незначительные колебания, скажем так, чтобы грубо как-то там какие-то там перепады, такого нету. Раньше была тенденция, что лучшие ребята шли в первых числах призыва, да, первый месяц особенно. А сейчас я смотрю, уже конец призыва, все равно отбирает, допустим, морфлот. Видите, там по коридору бравые морячки наши ходят. Так что хорошие ребята. Угу. На первом месте именно костно-мышечные, потом эндокринные заболевания, расстройства питания. На втором месте, на третьем сердечно-сосудистые, потом идет 4-е пищеварение и органы зрения, это на 5-м месте. Вот сейчас трудности с комплектованием войск, именно учебных частей, где требуются здоровые ребята. Это категория годности А. Есть еще какие-то статьи, где не годны учебные части Хабаровска и Читы, но очень много ограничений именно связано с остротой зрения. Он годен по всем врачам-специалистам, он также годен и по окулисту, но есть таблица дополнительных требований у нас еще. Да? Они не годны. Если, например, 0,4-0,5 они еще могут идти в морфлот, то если ниже острота зрения, он даже с категории годности А, он не годен в эти учебные части. О призывниках республики ребята служить хотят, большинство. Даже вплоть до того, что, зная, что у него есть заболевание, которое препятствует, он удаляет документы, выбрасывает амбулаторные карты, сам скрывает, ничего не говорит, лишь бы отслужить. И когда мы начинаемся разбираться, что, оказывается, человек сокрыл, лишь бы отслужить. Есть такие случаи.
После того, как военнообязанные прибывают с районов республики в военный комиссариат, они проходят профессионально-психологический отбор, который включает тестирование ребят и социально-психологическое изучение и собеседование. Мероприятия профессионального психологического отбора направлены на выявление общих познавательных способностей, то есть интеллектуальные способности молодых людей, а также на выявление нервно-психической устойчивости. Это, простыми словами, стрессоустойчивость – это то, как молодые люди адаптируются к новым условиям. И на выявление категории профессионально-психологической пригодности на определенные воинские должности, то есть по каким классам воинских должностей молодые люди способны проходить военную службу по призыву. Тестирование на 86 вопросов, социально-психологическое изучение, которое включает наблюдение за молодыми людьми, изучение личного дела, документов личного дела там, и всего содержимого. И собеседование проходит устно. В этом участвуют представители воинских частей, которые приезжают за отбором молодых людей, собственно, в их рода войск, в их команды. По состоянию здоровья, значит, замечаний у нас нету. Здоровье всех, ребята здоровые, физически крепкие. По морально-психологическим параметрам стрессоустойчивость у них, как правило, хорошая, но это в процессе достигается боевой подготовки также. Большинство, они стремятся осваивать свою специальность. Замечаний по бойцам нету, кто отсюда прибывает. Все специалисты, они пойдут на надводные корабли. Распределяют их на Тихоокеанский флот, на Черноморский флот, Северный флот, то есть по всей России. В нашем учебном центре военнослужащие данные будут проходить подготовку по военно-учетной специальности, по всем военно-учетным специальностям, которые существуют на корабле. Моя основная задача здесь отбор военнослужащих. Есть определенные параметры, критерии, по которым мы отбираем. То есть группа здоровья первая, А1 у всех должна быть. По профотбору первая группа обязательно. На флоте всегда служили только достойные люди, физически крепкие, грамотные, образованные. То есть самая элита у нас идет служить в военно-морской флот. Ребята с Якутии самые лучшие, которые у нас служат.